В хоккей играют настоящие мужчины. Эта фраза точно описывает характер ребят, которые пришли проявить свой потенциал и показать, на что они действительно способны. Открытый турнир на Кубок Федерации среди детских команд проходит на ледовой арене Баш-Лам. Покажите сегодня красивый зрелищный хоккей, чтобы нам было приятно смотреть, чтобы ваши шайбы залетали в ворота. Старт дан, и команды расходятся по своим позициям. Играют 4 сборных – РЗИ из Назрани, Асса из Магаса и 2 приглашенные команды из соседних республик – Наследие из Ставрополя и Ахмат из Грозного. Открывают турнир РЗИ и Ахмат. Матч напряженный и захватывающий. Соперники пытаются установить контроль над игрой. Хоть ребята и юные, новичками их точно не назовешь. Каждый из парней в этом спорте с раннего детства. Последние несколько точных шайб забиты. Команда РЗИ показала отличную игру. Матч завершился со счетом 5-3. У нас 5 дней в неделю идут тренировки. Как и у всех, мы их тренируем для того, чтобы при конце они себя могли показать на соревновательном процессе. Спортивный праздник организован Федерацией хоккея республики совместно с Министерством по физической культуре и спорту при финансовой поддержке Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии и сетью магазинов «Электрон». Такого рода мероприятия – это объединяющий фактор и это консолидация общества. Плюс дети делятся своим опытом, узнают друг от друга. И всегда нужно проводить такого рода мероприятия, так как эти мероприятия имеют общественное значение. Хоккей – захватывающий вид спорта. Быстрая смена игровых ситуаций всегда создает непредсказуемую атмосферу. Продемонстрировать свое мастерство на льду следующими выходят Асса и Наследие из Ставрополя. Держаться крепко на ледовом поле юным спортсменам помогают годами выработанные навыки конькобежной подготовки, владение клюшкой и ведение силовой борьбы. Олег Матлахов, играющий за команду «Наследие», в хоккее уже 7 лет. Для себя он всегда придерживается правила, что в игре нужно выкладываться на максимум. Надо больше бросать, больше бежать. С командой можно играть. Настрой хороший, все пацаны заряжены, все играют, все дают передачу. Боевого настроя и решительности хоккеистам не занимать. На льду ребята выкладываются на все 100. Вторая встреча завершена. Победа за Ассой. Счет 6-3. Эти ребята, эти молодые дарования в спорте, в науке, все наши дети умные, они наше будущее. И их нам нужно поддерживать. Как раз таки для этой поддержки мы сегодня и собрались. Соревнования прошли на высоком уровне. Последние несколько матчей организаторы решили сделать небольшой перерыв, чтобы ребята могли подкрепиться и восполнить потраченную во время игры энергию. Организация все на высшем уровне. Спасибо большое организаторам, что встретили, накормили, приютили, так сказать. Вот. Все условия дали, которые были возможны и нужны были. Все на высшем уровне. Благодарим. Третья игра – Ахмат против Наследия. Встреча с первых минут выдалась напряженной и эмоциональной, что вызвало интерес у зрителей и подтвердило высокий статус хоккея среди подрастающего поколения. Финал. Самые сильные команды сражаются за звание чемпионов и за Кубок Федерации среди детских команд. В кульминации сезона играют ингушские РЗИ против Ассы. В финальном матче игроки демонстрируют высокий класс. Каждый стремится к победе. Последняя шайба залетает в ворота, и победа за командой Асса. За первое место команда Асса. И первой степени. Игра прошла нормально. Соперник был сложный. Мы бились до конца. Забили 7 голов. Мы очень рады, что мы смогли сыграть на 0. Нам соперник не смог забить гол. Организаторы турнира уделили внимание не только призерам, но и всем спортсменам открытого турнира. Их наградили грамотами и дипломами. Финал турнира по хоккею стал не только зрелищным событием, но и зажег искру в сердцах молодых игроков, вдохновив их на дальнейшие достижения в спорте и в жизни. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.